717 погибших и почти 900 раненых в Мекке. Почему трагедии в месте мусульманского хаджа происходят так часто? И можно ли было на этот раз избежать гибели людей? В Москве с крупной партией спайса задержан актер из бригады Бумера. Дмитрий Гуменецкий пытался сбыть 280 килограммов наркотика. И на этот раз лично Владимир Путин все-таки дозвонился Элтону Джону и извинился за пранкера Вована. В прямом эфире на НТВ «Анатомия дня». Я Анна Янкина и Егор Колыван. А также наши коллеги расскажем обо всем, что имеет значение и что касается каждого. Большая перемена. В Архангельской области разрешили подростковые браки. Что думает об этом бабушка, которой всего 29? Ухабы русского пути. Почему ремонтники в России еще опаснее лихачей? И как уберечь себя и машину на нашей дороге? Что пьет Россия и как это нас характеризует? Большая прогулка по барам страны с Ильей Лагутенко, Дмитрием Дибровым и Андреем Федорцовым. Звериный оскал капитализма. Почему в Иркутске Геннадия Зюганова не пустили на центральный базар? И причем тут невидимая рука директора рынка? Итак, эти шокирующие кадры облетели сегодня весь мир, став печальной иллюстрацией главного мусульманского праздника. Число жертв массовой давки в окрестностях священного для мусульман города Мекка возросло до 717 человек. Еще около 900 пострадали. Россиян среди них нет. Но сказать, что эти цифры окончательные, к сожалению, нельзя. Только за день данные менялись несколько раз. Вот то самое место, где из года в год погибают сотни мусульман. Долина Мина. 250 гектаров пустыни, на которых разбивают гигантский палаточный лагерь. На хадж туда съезжаются несколько миллионов верующих. Вы только вдумайтесь, население двух крупных городов на ограниченном пространстве. Так что спровоцировало давку? Почему людей никто не остановил? И кто теперь ответит за их гибель? Светлана Чабан выслушала рассказы выживших и нашла россиян, которые покинули место трагедии всего за пару минут до начала смертельной давки. Эти радостные парни, которым посчастливилось приехать в Мекку из Египта, еще даже не представляют, что им предстоит увидеть через несколько минут. Нынешнее праздничное шествие выглядело как-то особенно торжественно. Еще бы, количество паломников было рекордным – 2 миллиона человек. По традиции они шли к 3 ритуальным столбам в долине Мина. Эти так называемые стрелы символизируют дьявола. Каждый мусульманин должен запустить в них 7 камней, чтобы искупить свои грехи. 10 часов подряд церемония шла без происшествий, и вдруг... С электрички вышло много людей, там тоже сидело много людей. И вот, когда вот эти люди, которые вышли с электрички, начали проходить, там один упал, второй упал, и в результате этого образовалась давка там огромная, мощная. И в результате этого погибло столько людей. Многотысячная толпа пришла в движение. Люди опрокидывали друг друга и втаптывали в песок. Из упавших подняться уже никто не смог. Паломники все толкали друг друга и толкали людей на землю. Я была уже готова умереть, но погиб мой муж. Он был рядом со мной. Бог благословил его душу. Жуткие кадры. Телами погибших усеян весь палаточный лагерь. Раненые умирали, не дождавшись скорой помощи. Машины просто не могли к ним пробиться. Около 4 часов. Мы полностью уверены, тот, кто пошел на хадж и отдал свою жизнь после завершения хаджа, он полностью прощен. Так что это хорошая вещь для нас. Мы верим, что они умерли как мученики. По первоначальной информации, российских паломников на злосчастном участке пути не было. Нам удалось дозвониться до чеченской делегации. Оказалось, ее участники прошли там совсем незадолго до трагедии. Здесь сработал чисто такой человеческий фактор в среде самих паломников. Среди них, конечно же, есть и не совсем подготовленные. Произошедшее казалось настолько страшным, что у правительства Саудовской Аравии появилась версия теракта. Мы подозреваем, что это могло быть нападение террористов, которые всегда угрожают нашей стране. Но из себя ответственности не снимаем. Мы обязаны были обеспечить безопасность во время хаджа. Позже эту версию не подтвердили. Примечательно, что все последние годы местные власти делали все, чтобы паломничество в Мекку было максимально безопасным. В частности, ритуальный мост полностью реконструировали. Сейчас это 5 этажей, по которым двигаются верующие. Бетонные заграждения покрыты каучуком, чтобы избежать травм при давке. Но сегодня это не спасло.
Светлана Чебан присоединяется к нам в эфире. Света, безусловно, произошедшая сегодня у Мекки страшная трагедия, но ведь такое происходит не в первый раз. Ты знаешь, Егор, да, массовые давки здесь случаются постоянно. Больше всего паломников 1500 погибли в Мекке в 90-м году. Тогда давка произошла в тоннеле, ведущем из палаточного городка в 2004 году. Там же задавили 200 человек, в 2006 году 400. С тех пор власти построили огромное количество дорожных развязок, наладили сообщения электропоездами. Ну, то есть, получается, все эти усилия властей тщетны? Получается, да. По одной из версий, давка произошла не у самих ритуальных столбов, символизирующих шайтана, а у той самой эстакады, которую построили для улучшения мер безопасности. Вот посмотрите, эстакада. По ней ходит специальный поезд. Идет как бы параллельно очереди паломников, которые пытаются попасть в долину Мина. Вот здесь, прямо под эстакадой, толпа не выдержала многочасового ожидания под палящим солнцем и прорвала заграждение. После чего паломники ринулись в сторону ритуальных столбов и начали буквально давить друг друга. Кошмар, конечно. Спасибо, Свет. Несмотря на весь ужас произошедшего в исламском мире, к трагедии относятся не столь однозначно. Согласно традициям ислама, тем, кто умер во время хаджа, прощаются все грехи, и такая смерть считается подарком от Всевышнего. Да, и поговаривают, что многие, как бы парадоксально это ни звучало, ради этого туда и едут. Власти Саудовской Аравии ежегодно тратят на меры безопасности миллиарды долларов, строят новые дороги, расширяют главную площадь, но это не помогает. Так почему трагедия из года в год повторяется, и можно ли это остановить? Чтобы отметить самый главный исламский праздник в Мекке, паломники начинают съезжаться в Саудовскую Аравию за несколько недель. Официально попасть сюда в это время можно только по квотам, которые выдают странам, чтобы ограничить количество паломников. За сутки до начала обрядов даже закрывают аэропорты. Система электронного слежения, камеры есть огромные, вот просто во всю стену. Значит, экраны, за которым инспектора, полицейские постоянно следят за передвижениями паломников, баражируют вертолеты, но всегда в дело вмешивается человеческий фактор. В этом году приехали более 2 миллионов, и это при том, что Мекка сейчас может вместить только около миллиона молящихся. Но, по мнению экспертов, дело даже не в количестве паломников, а в том, что они слишком разные. Самые организованные из Турции, Индонезии, России и стран бывшего СССР, а самые неуправляемые из Центральной Африки и Южной Азии. Все распределены на группы, и у каждой руководитель, который отвечает за безопасность. Мы очень строго, когда отправляем паломников из России, ставим одним из успешных проведений хаджа таких условий, чтобы наши паломники слушали своего руководителя. Но многие паломники, люди даже с крепкой психикой, оказавшись на святой для себя земле, забывают о правилах и теряют контроль. Срабатывает эффект толпы. Миллионы человек одновременно пытаются добраться до так называемого места побиения шайтана, чтобы кинуть камни. Если ты поддаешься там чувству толпы, настроению толпы, а толпа ее охватывает эмоциональный, я даже не знаю, это не восторг, а какое-то эмоциональное чувство. Вот сейчас они кинут камни и убьют дьявола, понимаете? И вот они вот кидают камни, и некоторые уже не разбирают ничего, никуда как. Шансов выбраться оттуда 50 на 50, скажем. В итоге сотни погибших и раненых, но для мусульман это не трагедия. С древних времен они перед хаджем даже пишут завещание, то есть понимают, что могут умереть, и за тех, кто погибает, радуются. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что несмотря на то, что это беда, для паломника смерть в Мекке – подарок от Всевышнего. То, что случилось в Мине, действительно трагический случай. Но мы не можем так говорить, так как каждый мусульманин, который совершает хадж в Саудовскую Аравию, мечтает умереть там. Когда сегодня многие говорят о том, что люди туда едут и предпочитают умереть там, я просто комментирую в одном ключе. Совершит хадж Всевышний, говорит, совершит хадж, а не найти свою смерть там. Получается, как бы ни старались власти Саудовской Аравии сделать хадж максимально организованным, никакой гарантии безопасности быть не может в принципе. Валерия Алехина, Валентина Белова, Екатерина Смирнова и Николай Корольков. Анатомия дня. В России проживает около 20 миллионов мусульман. В нашей стране сегодня тоже отмечали Курбан-Байрам. И читали молитвы в память о погибших в Мекке. В Москве главной площадкой религиозного праздника стала открывшаяся накануне соборная мечеть. На намаз туда сегодня пришли несколько тысяч верующих. В Чечне больше всего прихожан в этот день собирается в главном храме республики «Сердце Чечни». Он расположен в Грозном. Как и по всему Северному Кавказу, ближайшие 3 дня там объявлены выходными. Нерабочий день сегодня и у мусульман Крыма. На полуострове несколько сотен мечетей. И сегодня все они были полны верующих.